Несвоевременность революции. Да, она была преждевременной. А какой идеальный тайминг был для нее? Я думаю, через пару лет... Вот сейчас примерно? Нет, я думаю, раньше. В году 2022. Если бы не война. Если бы не война, это все бы случилось, и внутри Беларуси революция бы победила. Я не знаю, мы можем предполагать, какой бы была реакция России. Я просто попытаюсь объяснить. Вот прошло бы пару лет, и многие эти ОМОНовцы, которые в 2020 году били людей, они бы подумали, а зачем я бью людей за 1500 или сколько у них зарплата, когда можно быть охранником в IT-секторе, получать там в 2 раза больше. Когда министры, которых зарплата там, если я правильно понимаю, порядка там 1500, 1200, видели бы, что их сын в IT зарабатывает там раз в 10 больше. Ну, мы видели, как уже к 2020 году там несколько десятков тысяч хорошо зарабатывающих людей в ПВТ изменили лицо города. Насколько это потянуло с собой сферу обслуживания, сколько людей пошли в ИП и поняли, что государство им нахер не нужно. Если бы вот это проникло в общество чуть глубже, если бы это увидели те же самые менты, те же самые ГБшники, что так хорошо же. Есть работа, есть деньги, нахрена вот это все. Мне кажется, вот тогда бы вот такого остервенения, такой уверенности в собственной правоте со стороны властей бы не было.